Здравствуйте, ребята! Я начинаю свой очередной урок. Я хочу, чтобы у вас было сегодня у всех хорошее настроение. А у этих людей на картинке, как вы думаете, хорошее настроение? Я думаю, что да. Посмотрите, они семья, они все вместе и все сели покушать. А как вы думаете, какие органы нам помогают, когда мы кушаем? Давайте узнаем об этом. Тема сегодняшнего нашего урока называется «Пищеварительная система человека». Сегодня на уроке мы получим представление о пищеварительной системе человека. Познакомимся с такими понятиями, как пищевод, желудок, кишечник. Узнаем о пользе для организма белков, жиров и углеводов. Пища – это основная жизненная потребность человека. Без нее он сможет прожить всего несколько недель. Человек не умеет, как растение, вырабатывать нужные для жизни органические вещества. Поэтому именно пища поставляет нашему телу необходимую для постоянного роста и обновления клеток энергию. А где же начинается процесс пищеварения? Для этого отгадайте загадки. Первое. Белые жемчужины за дверью прячутся, а когда сядешь за стол, тогда покажутся. Что же это? Правильно, это зубы. Вторая. Во рту живет, а не проглотишь. Что есть у нас во рту, но мы его не глотаем? Правильно, это язык. И третье. Дом, где наш язык живет, называем все мы рот. Правильно, вы правильно досказали словечко. Молодцы. Именно во рту начинается у нас процесс пищеварения. Самый первый процесс обработки пищи начинается у нас во рту. А что есть у нас во рту? Правильно, зубы и язык. Зубы человека – это самые твердые кости тела. Сверху каждый зуб покрыт тонким защитным слоем эмали. Под ней находится плотный дентин. В самой серединке зуба находится мягкая ткань – пульпа. Через нее проходят нервы и кровеносные сосуды. Зубы во рту разные. С помощью резцов можно легко откусить кусочек яблока, а клыками удобно перемолоть мясо. Плоские поверхности коренных зубов легко перетирают твердую пищу. Во время еды зубы совершают очень важную работу. Они мнут, перемалывают, трут пищу. Чтобы зубы прослужили долго, необходимо их беречь. Очень важно ухаживать за зубами, чтобы они нам прослужили долго. Для этого надо пользоваться только своей зубной щеткой. Менять зубную щетку каждые 3 месяца. Зубы нужно чистить зубной пастой, которая вам подходит. Обязательно чистить надо зубы каждый день и 2 раза, утром и вечером. Поменьше надо кушать сладостей. Мы знаем, да, что от сладкого развивается кариес. Надо есть больше фруктов и овощей. Нельзя грызть зубами орехи, твердые конфеты. Они разрушают эмаль. После холодной пищи не берите в рот ничего горячего. От этого эмаль может потрескаться. Нельзя ковырять в зубах острыми предметами, тем более металлическими. И обязательно 1 раз в полгода надо ходить к стоматологу.
А теперь посмотрите на экран и познакомьтесь, как правильно надо чистить зубы. Надо чистить наружные поверхности зубов, внутренние поверхности зубов, внутренние поверхности передних зубов, жевательные поверхности зубов, а еще не только зубы, но и язык надо щеткой помыть, почистить, а труднодоступные места можно почистить зубной нитью. Язык определяет на вкус, съедобна ли пища, и подталкивает ее под зубы. Слюнные железы выделяют слюну, которая смачивает и начинает расщеплять пищу. Язык помогает проглотить пищу и проталкивает ее к глотке. Язык помогает различать вкус с помощью маленьких вкусовых сосочков. Сладкое, кислое, соленое или же горькое. Этот отросток называется язычок. При глотании он закрывает вход в носоглотку, чтобы частицы пищи или воды не попали в дыхательные органы. Язык покрыт миллионами микроскопических вкусовых волосков. Это кончики отростков вкусовых клеток. Они очень маленькие, и ими усеян весь язык. Клетки, которые живут в этих домиках, также помогают вашим языкам не обжечься горячим чаем или котлетой, только что снятой со сковороды. А если еда невкусная, язык через нервы сразу подаст сигнал мозгу. Мозг скомандует тебе: «Не ешь это!» Вы сделаете недовольное лицо и уйдете в школу голодными. Разные части языка отвечают за свои вкусовые ощущения. Самый кончик отвечает за сладкое, а две части рядом за соленое. Вот эта большая часть за горькое, а эти части за кислое. Пища после глотки попадает в пищевод. Рядом с пищеводом находится трахея. Эта трубка ведет к легким. Поэтому, когда мы кушаем, нельзя спешить, торопиться, нельзя разговаривать и нельзя смеяться, потому что пища может попасть в трахею, и человек может задохнуться. Поэтому мы должны есть не спеша, аккуратно, чтобы еда попала в пищевод. Пищевод – это такая трубка. Когда мы глотаем пищу, она не сразу проваливается, а именно пищевод выполняет свою функцию, то есть он медленно проталкивает пищу к желудку. К концу пищевода прикреплен желудок. Проглоченная пища по пищеводу попадает в желудок, где желудочный сок переваривает пищу. Желудок напоминает мешочек, куда попадает пища. Пища в желудке переваривается от 4 до 6 часов. А какие еще функции выполняет желудок? Желудок вмещает пищу, перемалывает ее, превращает пищу в жидкое состояние, а затем пропускает пищу в тонкую кишку. Из желудка пища отправляется в длинное путешествие по извилистому тонкому кишечнику. Это самая длинная часть пищеварительной системы, почти до 8 метров. Здесь пища задерживается до 4 часов, становится совсем-совсем жидкой. Питательные вещества через стенку кишечника всасываются в кровь, направляются в печень
и разносятся по всему организму. Из тонкого кишечника остатки пищи попадают в толстый кишечник. В толстой кишке из отходов пищи полезные бактерии вырабатывают воду, которая всасывается в организм. Твердые остатки остаются в толстой кишке до ее удаления. Ребята, посмотрите на рисунок. Вот мы с вами и познакомились с самыми основными органами пищеварения. Это желудок, тонкая кишка и толстая кишка. Но есть еще и вспомогательные органы. Поговорим о самом главном из них. Это печень. Печень находится с правой стороны от желудка, в верхней части живота. Печень вырабатывает жидкость, желчь, которая поступает в желудок и помогает переваривать пищу. А теперь, чтобы не забыть, какие же органы входят в пищеварительную систему, давайте мы их запишем в тетрадях. Откройте тетради и запишите. Органы пищеварительной системы – это ротовая полость, слюнные железы, глотка, пищевод, желудок, печень, тонкий кишечник и толстый кишечник. Пишите красиво, аккуратно. Хочешь еще яблоко? Ну и не надо. Пищеварительная система все равно обеспечена работой на ближайшие 15 часов. За это время кусочки яблока пройдут длинный путь и постепенно превратятся в полезные и нужные для всего организма элементы. Сначала пища обрабатывается во рту. Зубы откусили кусок. Язык подталкивает кусок к коренным зубам, и они мелко его разжевывают. А губы не дают куску выпасть изо рта. Если, конечно, вы едите с закрытым ртом. Жевать нужно тщательно. Не стоит глотать огромные куски, иначе желудок может заболеть. Прожевав кусок, мы его глотаем, и пищеварительная система начинает работать. Пережеванные кусочки через глотку и пищевод попадают в желудок. Желудок превращает пищу в жидкую кашицу. После этого она попадает в кишечник, и мышцы кишечника проталкивают ее все дальше и дальше. Все путешествие длится примерно 15 часов. Пища проходит путь длиной 9 метров. И все это умещается в вас, хотя ваш рост всего-то 1,5 метра. Там так хитро все скручено и по порядку уложено, что вы и не чувствуете, как по длинному пути проходит пища. А управляют пищеварением нервные волокна, которые связывают желудок с головным мозгом. Мозг может замедлить или ускорить пищеварение. Он всегда точно знает, что нужно вашему организму. А еще в процессе пищеварения участвует печень. Она выделяет в желудок желчь, вещество, помогающее пищеварению. Переваренная пища, а точнее питательные вещества из нее, попадают в кровь и разносятся по всему организму.
а ненужные остатки через некоторое время выводятся из организма. И, как вы можете догадаться, вам надо снова поесть. Самое главное правило заключается в том, чтобы вы ели натуральные, настоящие продукты. Чем больше вы едите продуктов с искусственными химическими добавками, тем труднее их перерабатывать. И однажды пищеварительная система тяжело заболеет. Чтобы желудок и другие органы пищеварительной системы работали хорошо, нужно правильно принимать пищу. Во время еды не спешите, тщательно пережевывайте пищу в течение 15-20 секунд. Не заглатывайте большие куски. Придерживайтесь правильного режима питания и старайтесь как можно меньше волноваться. Не переедайте, в еде знайте меру. А еще надо принимать здоровую пищу, правильную пищу, которая не опасна для здоровья. А знаете ли вы, что для того, чтобы наш организм был здоровым, нашему организму нужно меню из 6 блюд? Какие же это блюда? Это белки, углеводы, жиры, минеральные соли, витамины и вода. Белки содержатся в мясе, рыбе, в сыре, в крупах и в бобах. Углеводы в сахаре, в овощах и фруктах. Жиров много в масле, в орехах, в мясе, в рыбе. Минеральные соли в рыбе, в молоке, в хлебе, в овсяной, гречневой каше. А витаминов, как вы знаете, много во фруктах и овощах. Вода содержится почти во всех продуктах питания. Для чего же нам нужны белки? Белки – это строительный материал клеток. Жиры – хороший источник энергии. Углеводы хорошо усваиваются организмом и тоже источник энергии. Мы постоянно двигаемся и сжигаем энергию. Минеральные соли нужны для работы костей, для работы сердца. Витамины помогают нашему организму быть здоровым. Они помогают ослабленному организму. А вода это самое главное. Да? Вы знаете, что наше тело на много процентов состоит из воды. Мы за день теряем очень большое количество воды. И вот поэтому мы должны много пить воды и съесть продуктов, которые содержат воду. А теперь послушайте стихотворение о полезных и вредных продуктах. Надо кушать помидоры, фрукты, овощи, лимоны, кашу утром, суп в обед, а на ужин винегрет. Ну а если свой обед ты начнешь с кулька конфет, жвачкой импортной закусишь, шоколадом подсластишь, то тогда наверняка ваши спутники всегда близорукость, бледный вид и неважный аппетит. То есть, если вы будете неправильно питаться, то можете заболеть. А сейчас проведем маленький мини-тест для закрепления и проверки наших полученных знаний. Первый вопрос. Найди орган, не относящийся к пищеварительной системе. А. Желудок. Б. Пищевод. В. Почки. Г. Глотка. Второй вопрос. Какую жидкость выделяет печень? А. Слюну. Б. Желчь. В. Кровь. Г. Слезы. Третий вопрос. Расположи органы в той последовательности,
которой проходит съеденная пища? А. Желудок. Б. Глотка. В. Печень. Г. Пищевод. Д. Рот. Е. Толстая кишка. Ж. Тонкая кишка. 4 вопрос. С помощью чего пища начинает перевариваться в ротовой полости? А. Желчи. Б. Крови. В. Слюны. Г. Желудочного сока. Надеюсь, вы правильно ответите на все эти вопросы. Ребята, а теперь давайте проверим наши ответы. Я надеюсь, что вы все ответили правильно. Первый вопрос был такой. Найди орган, не относящийся к пищеварительной системе. Правильный ответ В. Почки. Почки не участвуют. Второй вопрос. Какую жидкость выделяет печень? Правильный ответ правильно. Б. Желчь. Третий вопрос. Расположи органы в последовательности прохождения пищи через пищеварительный тракт. Правильный ответ будет рот, глотка, затем пищевод, печень, желудок, тонкая кишка и толстая кишка. Так. 4 вопрос. С помощью чего пища начинает перевариваться в ротовой полости? Правильный ответ В. С помощью слюны. Я надеюсь, что вы ответили верно. Ну вот и подошел к концу наш урок. Давайте проведем рефлексию. На сегодняшнем уроке что вы узнали, что запомнили, что вам понравилось и какое у вас сейчас настроение? Продолжите эти предложения. А теперь запишите домашнее задание. На странице 118 прочитайте тему «Пищеварительная система». А еще нарисуйте органы пищеварительной системы в альбомах. Ребята, спасибо за внимание. Вы сегодня были очень внимательными. И я надеюсь, что сегодняшние знания, которые вы получили на уроке, пригодятся вам в жизни.